Жители нашей страны всегда будут помнить 22 июня как День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Почти для всех советских граждан нападение Германии на рассвете 22 июня 1941 года было столь же трагическим, сколь и неожиданным. Юноши ушли на фронт практически с выпускных вечеров. В сердцах тех, кто остался дома, навечно поселилась тревога. Никто не знал, что их ждет в будущем. И все же были люди, которые знали о планируемом вторжении и о многом другом из секретных, зашифрованных сообщений Вермахта. Но каким образом, спросите вы? Поразительно, но еще в 1939 году, до начала войны, командование Германии получило брешь, о которой не узнало до самого конца войны. Оказывается, их шифрованные сообщения успешно читали поляки, французы, англичане. Они даже обменивались информацией с СССР, то есть союзники знали наиболее важные планы Вермахта. Но что-то пошло не так. Уже тогда войну реальную потеснила информационная на невидимом фронте. Накануне Великой Отечественной войны наши дешифровальщики предупредили руководство страны о нападении Германии. К счастью, советская разведка не дожидалась проявления доброй воли со стороны Черчилля и в течение всей войны стремилась не столько полагаться на помощь союзников, сколько своими силами добывать стратегическую информацию. Шифровальщики посольства СССР в Германии первыми подверглись нападению, когда 22 июня 1941 года им удалось срочно сжечь самое главное – шифры. В тот же день эсэсовцы штурмовали здание советского посольства в Берлине. Шифровальщик советского торгового представительства Николай Логачев успел забаррикадироваться в одной из комнат и сжечь все шифры, едва успев остаться в сознании от густого дыма. Вторая мировая война стала не только крупнейшим противостоянием в истории, но и принципиально изменила подход к передаче информации. Ведь тот, кто владеет информацией, не просто владеет миром, но и может изменить исход боевых действий. Шифровать данные для более эффективной борьбы с противником человек додумался едва ли не сразу после того, как научился говорить. Криптография, как род профессиональной деятельности, появилась на Руси еще при Иване IV. С развитием языков, письменности, науки и техники вырос и уровень шифрования. Вместо символов, тайных жестов, иероглифов, выдуманных языков в ход пошли сложные математические принципы, модуляторы сигналов и шифровальные машины. Вообще, русские шифры обладали своеобразием. Активно использовались пустышки, многоязычные шифры, специальные усложнения, что повышало их криптографическую стойкость. Вы и сами можете помнить о кодах и шифрах из книг. Эдгар Аллан По построил сюжет своей повести «Золотой жук» на методе шифрования подстановкой. Уже в 1843 году, когда была создана эта история, он не считался чем-то особенным. При этом не все подстановочные системы шифрования легко взламываются. Многие криптографически стойкие. Вспомним так и не расшифрованное за 50 лет сообщение из книги «Зодиак», по которой снял одноименный фильм Дэвид Финчер. В современном романе Дэна Брауна «Код да Винчи» есть несколько интересных примеров исторических шифров. Например, Ад-Баш – шифр, созданный на основе древнееврейского алфавита, который легко адаптировать для другого алфавита, потому что этот метод является довольно примитивным. Буквы алфавита складываются таким образом, что первая буква кодируется последней, вторая предпоследней и так далее. Легко догадаться, что этот шифр не является проблемой для криптоанализа из-за простоты схемы замены одного знака другим. С другой стороны, такое шифрование может быть относительно надежным. Если зашифрованный текст будет очень коротким, анализ частоты встречаемости символов невозможен. Взлом шифровальных кодов имел исключительно важное историческое значение для хода войны, так как союзники по антигитлеровской коалиции, благодаря полученной таким образом информации, имели существенные преимущества.
Системы секретной передачи информации времен Второй мировой войны можно условно разделить на два основных типа – проводную и беспроводную голосовую связь и шифрование текстов. Важно упомянуть и обычный телеграф. С 1939 года на вооружении советских военных находились шифровальные приборы гарантированного засекречивания телеграфных сообщений, приставки к телеграфным аппаратам. Компактные установки работали на методе ручного шифрования. В армии и флоте СССР использовались шифры с кодами различной длины, от 2 символов на фронте до 5 стратегические сообщения на уровне ставки. Коды менялись часто, хотя иногда и повторялись на другом участке фронта. Для каждого сообщения на фронте был разработан отдельный код. Вот два известных простых шифра времен Великой Отечественной войны, которые применялись в древности. Шифр Цезаря. На основе его разработаны все шпионские шифры, начиная с X века до нашей эры. Основой служит сдвиг одной буквы вправо на один символ. Шифр Виженера состоит из квадрата или матрицы букв русского алфавита. Шифрование символа происходит путем сдвига буквы в каждой строке алфавита на одну позицию вправо с использованием ключевого слова. Электромеханический текстовый шифратор основывался на принципе шифров гаммирования, методе, основанном на наложении случайной числовой последовательности, используемой для зашифровывания и расшифровывания данных на открытый текст. Отдельные устройства для безопасной передачи информации не имели зарубежных аналогов и были пригодны для ведения совершенно секретных переговоров. Взломать систему шифрования речи для закрытых радиосвязей было чрезвычайно трудно. В ходе войны советские дешифровальные службы предоставили политическому и военному руководству СССР большое количество важнейшей информации. Она поступала во время всех важнейших сражений, в том числе битвы за Москву, Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге и так далее, и способствовала нашим победам. В то же время шифровальная служба не позволила противнику получить сведения о наших замыслах и действиях. Вот как оценивают работу советских шифровальщиков прославленные полководцы, например, Георгий Константинович Жуков. Хорошая работа шифровальщиков помогла выиграть не одно сражение. Как пишет автор нескольких книг по криптографии Дмитрий Ларин, нагрузка на каналы связи порой достигала 1500 телеграмм и кодограмм в сутки, с превышением нормы почти в 4 раза. Даже метеоинформация приобретала ценность особого вида оружия, но с первого же дня войны уже не было единой мировой погоды. Воюющие стороны засекретили свои метеосводки, идущие в эфир. Для этого применялся свой собственный метеорологический шифр. При малейшем подозрении, что цифры перехватываются и расшифровываются противником, код немедленно менялся. Метеоданные сделались подлинной военной тайной. Успешные результаты по чтению зашифрованной японской дипломатической переписки позволили сделать вывод о том, что Япония не намерена начинать военные действия против СССР. Это дало возможность перебросить большое количество сил на советско-германский фронт. В частности, с Дальнего Востока и из Сибири были переброшены 15 стрелковых и 3 кавалерийских дивизий, 1700 танков и 1500 самолетов. Эти силы были вовремя переброшены на запад, к Москве. Они оказали существенную помощь в обороне столицы и последовавшим контрнаступлением под Москвой. Как известно, сражение под Москвой стало первым крупным поражением немецкой армии в ходе Второй мировой войны. Япония во время войны применяла довольно большое количество шифросистем, различных по своему построению и стойкости. Использовали шифры замены и перестановок, коды без перешифровок и с перешифровками, а также шифр машины. Огромную роль в советско-японском противостоянии в годы Великой Отечественной войны сыграл выдающийся отечественный криптограф Сергей Семенович Толстой. В предвоенные годы Толстой возглавлял японский отдел дешифровальной службы НКВД. Задача по дешифрованию японской переписки была очень непростой. Сам язык, письменность, азбука катакана, ее телеграфный код Морзе – все это было так необычно, что приходилось тщательно изучать написание и название знаков азбуки катакана, комбинации их телеграфных посылок,
понимать, как передается текст латынью или катаканой для его правильной записи и так далее. Однако все трудности были преодолены, и группа Толстого приступила к систематическому чтению японской шифропереписки. Одним из самых крупных успехов накануне войны было дешифрование группой специалистов японских шифр-машин, известных под названиями, данными им американцами – оранжевая, красная, пурпурная. Важное место среди японских шифров принадлежит дисковой пурпурной машине. К ее дешифрованию было привлечено значительное количество опытных криптоаналитиков. Отметим, что в шифропереписке между Токио и его посольствами не раз обсуждались военные и политические планы нашего основного противника – Германии. Во многих шифр-телеграммах содержалась весьма подробная информация о состоянии немецкой армии и оборонной промышленности, а также важная политическая информация. В операции «Оверлорд» в 1945 году перед высадкой в Нормандии союзники знали из расшифровки обо всех немецких контрмерах по отражению десанта, каждый день получая точные данные по позициям и силам обороны. Важно было вести себя таким образом, чтобы противник не догадался о том, что шифр рассекречен и сообщения уже прочтены. Разумеется, пробиться сквозь советские коды старались и немцы. С 1942 года сообщения русской техники перестали перехватывать, и немцы в этих целях развернули под Херсоном разведывательно-диверсионную школу, перед курсантами которой ставилась задача во что бы то ни стало добыть советскую технику. Наши дешифровальщики параллельно оценивали стойкость советской аппаратуры к рассекречиванию. В Советском Союзе математики высокого класса были привлечены в криптографическую службу лишь в конце 40-х годов, когда уроки войны заставили правительство в корне пересмотреть свое отношение к ней. Кадры математиков-криптографов стали готовиться на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. В 1945 году был опубликован отчет, в котором говорилось о том, что аналоговая шифровальная аппаратура мозаичного типа для защиты линий радиотелефонной связи теоретически поддается взлому. Чтобы избежать расшифровки, необходимо использовать вокодер и переводить речь в цифровую форму. На самом деле, к тем же выводам еще ранее, в 1941 году, пришел инженер Котельников. Он доказал, что если каждый знак сообщения заменять выбираемым случайно и равновероятным знаком гаммы, то систему рассекречивания невозможно будет сломать. Таким образом, речь шла уже не об аналоговой, а о цифровой системе шифрования, при которой преобразование звукового сигнала должно основываться на теореме отсчетов, она же теорема дискретизации. Создавать подобную аппаратуру начали лишь после войны. За годы войны советские инженеры совершили ощутимый прорыв в области шифрования. СССР получил мощнейшую базу как в плане технических наработок, так и специалистов в области криптографии. Один только Владимир Котельников в послевоенное время создал десятки новаторских аппаратов, положив начало эпохи советского цифрового шифрования и ЭВМ. В наше время цифровых технологий шифрование сообщений как часть защиты личных данных применяется повсеместно в мессенджерах, государственных организациях, в финансовой сфере. Мы уже и не замечаем, как электронные устройства автоматически применяют криптографические алгоритмы по типу 2048-битного шифрования, так называемые ключи. Отдельного внимания требует легендарная немецкая шифровальная машина Enigma. Она работала на шифре многоалфавитной замены. Enigma в переводе на русский язык – загадка. Само появление этой шифровальной машины тоже загадка. Ее изобретатель, голландец Гуго Кох де Дельфт, задумавший ее еще в 1919 году, предполагал использовать шифровальную машину в гражданских целях. Несколько позже немец Артур Шернбус приобрел патент на нее и назвал машину Enigma. Штаб Рейхсвера проявил живой интерес к ее оригинальному способу кодирования. В эксплуатации машина не сложна. Главное ее преимущество – безопасность. Немцы постоянно совершенствовали Enigma. Операторов натаскивали на ее уничтожение в случае опасности.
Ключи во время войны меняли каждые 8 часов. Шифродокументы растворялись в воде. Даже заполучив машину, противник не сможет ею воспользоваться. Она надежно хранит свои тайны, а регулярно меняющийся ключ очень скоро, максимум через месяц, сделает ее трофейным музейным экспонатом. Правы были создатели загадки. Расшифровать ее сообщение вручную невозможно в принципе. Самое интересное, что в свободной продаже имелась коммерческая версия машины, предназначенная для безопасного проведения банковских операций. От военного аналога она отличалась упрощенной конструкцией и отсутствием систем защиты. Усилия разведслужб Польши, Франции, Великобритании не пропали даром, сослужили службу в ходе дальнейших военных действий. По непосредственному указанию и под контролем Уинстона Черчилля в 1938 начал работу целый контрразведывательный центр Station X. Он расположился в одном из особняков Блэчли-парка, в городе Милтон-Кинс на юго-востоке Великобритании. Здесь работали несколько тысяч специалистов – математики, лингвисты, инженеры, переводчики и даже рекордсмены по разгадыванию кроссвордов. В Блэчли-парке криптоаналитик Алан Тьюринг закончил создание Колосса – счетно-вычислительной машины, способной намного ускорить расшифровку шифров Энигмы до 24 часов. История взлома Энигмы команды Алана Тьюринга подробно описана в кинокартине «Игра в имитацию». Эта война, нам ее не выиграть. Если вы скажете хоть слово о том, что здесь услышите, вас обвинят в государственной измене. Кто вы? Алан Тьюринг, один из величайших математиков. Представляю вам Энигму. Это величайшая шифровальная машина в истории. Немцы используют ее для передачи своих сообщений. Существует 159 миллионов комбинаций. Ее шифр невозможно взломать. Я попробую и дам вам знать. Мистер Тьюринг, вы в курсе, сколько людей она погубила? 3. Пока мы здесь с вами говорили. Черчилль назначил главным Алана. Кит и Чарльз, вы уволены. Любимчик профессоров, да? Нам не хватает людей. Значит, найдем еще. У вас есть 6 минут, чтобы выполнить задание. Это вообще реально? У меня ушло 8. 5 минут 34 секунды. Вы просили успеть за 6. Так в чем наша задача? Взломать нацистский шифр и выиграть войну. Чтобы взломать этот безумный код, нужно и самому быть гением. Неважно, насколько ты умен. Энигма умнее. Только машина может быть умнее другой машины. Хоть одно сообщение вам удалось расшифровать? Мой дешифратор работает. Рано или поздно ты ошибешься. Что если Джоан меня не привлекает? Это противозаконно. Они найдут способ избавиться от тебя. У тебя больше тайн, чем у кого-либо. Я преступник или герой войны? Не вам решать, кому жить, а кому нет. А кому тогда? Вам никогда не понять всю значимость моей работы. Боже. Да! Иногда совершенно обычные люди создают нечто такое, что потрясает воображение. Немалый вклад в разгадку кода Энигмы внесли и советские моряки. Летом 1944-го разведчики Балтийского флота сумели под обстрелом поднять военную шифровальную машину с борта потопленной в Выборгском заливе немецкой субмарины Ю-250. Шифровальная служба Красной Армии тоже ковала победу на невидимом фронте. Надеемся, вы почерпнули для себя много нового в нашей сегодняшней беседе о криптографии как науке, о подвиге шифровальщиков в победе над фашизмом, о важности безопасности и роли криптоанализа. Предлагаем вам пройти тест о шифровании сообщений во времена Второй мировой войны. Если вы были внимательны, то сможете найти ответы даже на каверзные вопросы. Викторина откроется по ссылке ВКонтакте. Удачи!